Хундатын ухат муно тайзендера мана хундата бандида хамбалама Дамбы Бадмаевичи тайзендера орижевайнабден. Приглашаем на сцену досточтимого 24-го бандида Хамбул Ламу Дамбу Аюшеева. Хундаты мане будадын шырынтын хундаты әлчідут хундатын курнут мұның өтті бұде қойызун тамин жылыйынға хамбалымын тушалтай балыжы байсынеға ұңғыро жепқыда екі байырттай бенімде үні сағымнеге кіде мане бұрят зонды артымынды Ихыл да шохол, ихыл кірікте емігі жыл, бұдеда тұра, бұды жыл ябыды көмбепте. Юндығы ұлықыде, қойызун табен жылсо, бұды үні тұшалы алда көпте. Үні тұшалы қадығылапте, үні тұшалы батлапте. Міне ұрды баян қорын құрмын қамбаламын ұрынды. Яғашқы орынға артымын өңгітлі, орынға орыд күріне өтлі, ұнын зүркіға Уйле ульдыжы, хунзонды, тоғыте, ябағыжы, тімділігі болға. Теген бұды бұды, хэн хоби тәбәйінді, ұртырлайынға бойын тәбәйінді, егедінді соғылыржы байқыда, қойызун табен жылыге, хэн ароқтыж бәйінді, екі бақарқынымны. Юндығы ұлықыде, ахиат қойызун табен жыл. Балыққой, ғорбын жылыңлы, табин жылы дарабыжы, ғорбын жылың ойды, екіншіміне одырыны көтірілді, бұрқыны орынды ұшады епқа. Темушырас, мұны одыры елі екі байыртты орылшыны бәйін зон, датырол екіл гүнзігі байыртты бәқи өте. Я хочу сказать, что за всю историю 250-летнего держание вот этого поста 23 сыновья бурятского народа вынесли и достойно сохранили этот наш институт. В истории России такого содержательного, такого длительного опыта сохранения какого-либо института тяжело найти. Но мне вселяет гордость и мудрость нашего бурятского народа, независимо, где бы мы ни жили бы, от краев Иркутской области, от запада, от самого востока, Забайкалья. И здесь, жители Бурятии, мы сумели объединиться под идеей, что нам нужен институт бандита Хамбалама. И мы его сохранили. И мы можем сегодня с гордостью сказать, что в течение этого года везде, где надо и где не надо, наши буряты слышат, что идет 250-летний юбилей института бандита Хамбалама. Это что-то сакральное, это что-то сильное и таинственное. И поэтому всех здесь, кто собрался, гостей и наших друзей, я хочу поблагодарить за то, что мы здесь собрались, и за то, что мы сидим здесь и живем, и дышим этим воздухом, что мы отмечаем 250-летний юбилей. Многим из нас 300-летнего юбилея не увидеть. К сожалению, мы уйдем далеко-далеко. Настоящие буддисты уходят, чтобы сюда больше не возвращаться, но некоторые могут обратно вернуться. Поэтому я этим товарищам не завидую. И вот хочу сказать, что вот наш институт как бы всегда поддерживался руководством нашей страны. И сегодня я могу сказать, что президент Российской Федерации Владимир Путин с достоинством оценил наш духовный подвиг и то, что мы сегодня делаем для нашего народа, для нашей республики, для наших округов и этнической Бурятии. Мы сохраняем межрелигиозный, межнациональный. Мы не позволяем, чтобы наши буряты
наши буддисты считали себя второсортными, чтобы они гордились, что у них есть религия, что у них есть институт Пандита Хамбалам, и что у них есть сам Хамбаламай Чигилов. И поэтому мы самодостаточный, сильный и глубокий народ. И мы всегда этим будем гордиться. И поэтому я, когда буду зачитывать слова президента Российской Федерации, вы думаете, что мы думаем, что он нас полностью поддерживает в нашем отношении, что мы являемся достойными сыновьями своего народа и гражданами России. Президент Российской Федерации, главе буддийской традиционной санхи России Пандиту Хамбаламе Аюшееву, буддистам России. Поздравляю вас с 250-летием основания Института глав буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Учрежденного в 1764 году постам Пандита Хамбаламы стало важным поистине историческим событием в жизни российских буддистов. Сыграла выдающуюся роль в становлении буддизма как одной из традиционных религий нашей страны. Сегодня буддийская община России бережно хранит бесценные нравственные и духовные наследия предков, проводит широкую просветительскую, образовательную и благотворительную деятельность, заботится об укреплении семейных ценностей. Особо отмечу ваше партнерское взаимодействие с государством в решении таких приоритетных задач, как воспитание подрастающего поколения, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях. Владимир Владимирович Путин. Председатель правительства Российской Федерации, уважаемый Пандит Хамбалама, приветствую вас на торжественных мероприятиях, посвященной памятной дате 250-летия основания Института Пандита Хамбалам России. Это историческое событие заложило основу деятельности буддистов Восточной Сибири и Забайкалья, способствовало развитию буддийского образования и культуры зодчества, традиции восточной медицины, и сегодня объединяет людей вокруг общих гуманистических ценностей, помогает постичь великую силу мудрости и милосердия, любви и сострадания, присущие древнейшей мировой религии буддизму. Уверен, что российские буддисты будут и впредь вносить весомый вклад в укрепление межконфессионального диалога, взаимопонимания и добрососедских отношений народов нашей многонациональной страны. Желаю вам и буддийской традиционной санхи России счастья, благополучия и процветания. Дмитрий Анатольевич Медведев. Но я вам желаю от себя, чтобы вы провели вот сегодняшний день и слушали данный концерт и гордились, что у нас есть 250-летний опыт. Мы в течение 250 лет смогли удержать. И горе нам, если мы его потеряем. И поэтому здесь присущие объединимся с этой идеей. А завтра в 8 часов утра, когда мы в Волгинском Дасане будем читать молитву перед Хамбаламой и Чигиловым, и когда мы будем подносить мандалу, которая обрадует Хамбаламу и Чигилову, вот тогда мы можем услышать сакральные учения. Мы все это делаем только для этого мига, чтобы поднести Хамбаламе и Чигилову подношение и услышать от него то, что надо нам услышать. И поэтому я вас, кто завтра будет иметь такое счастье, в 8 часов утра в Вилгийском Дасане, Сочиндугане, когда мы будем подносить мандалу, подумайте о будущем своей жизни. Мы вечно в человеческом теле не будем. И вот в этот момент, если кто-либо услышит что-нибудь хорошее или какой-то звук от Хамбаламы и Чигилова, я вам скажу честно, вы не зря на этой земле живете в человеческом облаке. Спасибо. На сцену приглашается помощник министра культуры Российской Федерации Андрей Владимирович Меженко.
Достопочтимый Пандита Хамбалама Дамба Аюшев. Искренне рад в год 250-летия Института Пандита Хамбалам в России поздравить вас с этим юбилеем. История ваших предшественников вызывает чувство искреннего почтения перед этими выдающимися людьми и их подвижническим просветительским трудом. Вы, как 24-й глава буддистов России, унаследовали их лучшие традиции, бережно их храните и возрождаете. Благодаря Институту Пандита Хамбалам наша страна обогатилась древнейшей культурой Востока. Принявшие буддизм, российские подданные смогли получать уникальное образование в монастырских школах, приобщаться к мировой литературе, изучать санскрит. Это во многом помогло буддистским народам сохранить свою самобытность в самые трудные годы. И даже в эпоху закрытия большинства буддистских храмов в СССР Хамбаламы сумели добиться открытия Иволгинского дацана. Ни аресты, ни тюрьмы, ни ссылки не смогли сломить ваших предшественников. С вашим избранием на этот ответственный пост начался новый этап развития буддизма в России. Вы смогли не только сохранить то, что досталось, но и возродить новое. Бурятия, Огинский и Усть-Ордынские округа вновь обрели особый буддистский колорит. Из других регионов и стран сюда приезжают туристы и паломники, чтобы соприкоснуться с буддистской мудростью. Ваши живые эмоциональные проповеди направлены на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, общих для представителей всех традиционных религий, сохранение обычаев и образа жизни буддистских народов. От всей души желаю вам здоровья, мира, гармонии и многих лет служения. Министр культуры Российской Федерации Владимир Вячеславович Мединский. Спасибо. Я приглашаю на сцену главу Республики Бурятия, председателя правительства Республики Бурятия Вячеслава Владимировича Наговицына. Уважаемый Пандита Хамбалама, уважаемое буддийское духовенство, уважаемые жители и гости республики. В этом году Россия отмечает большой праздник. 250 лет назад по указу императрицы Екатерины II был учрежден Институт Пандита Хамбалама, глав буддистов Восточной Сибири. С этого момента стала формироваться буддийская организация с самостоятельным управлением. Институт высших буддийских иерархов сыграл выдающуюся роль в распространении и развитии буддизма, а также способствовал консолидации всего бурятского народа. Пандиты Хамбаламы внесли весомый вклад не только в историю бурятского народа, но и всего российского государства. В течение веков они верой и правдой служили и служат своей родине и многонациональному народу России. Благодаря усилиям буддийской традиционной санхи России, верующих и меценатов в этом году в районах Бурятии, а также в Иркутской области и Забайкальском крае состоялись освящение и открытие новых дворцов, дуганов и ступ. Власти республики также активно участвуют в развитии буддизма в Бурятии, в строительстве дацанов, в проведении народных спортивных праздников и во всех благих начинаниях буддийской традиционной санхи. Всего за 2 последних года из республиканского бюджета Санхи России были предоставлены субсидии на сумму 35 миллионов рублей на строительство, ремонт и реставрацию буддийских культовых зданий и сооружений. По инициативе Санхи и при поддержке бюджета в 2013 году были окончены реставрационные восстановительные работы по возведению пристроек к главному храму Анинского дацана Хоринского района. Начато строительство главных храмов в Закаменском, Джидинском, Заиграевском, Кижингинском, Джидинском и Селенгинском районах. Отремонтирован дацан в селе Мурочи Кяхтинского района. В 2014 году финансирование и работы по строительству храмов продолжились, а также начато строительство еще одного Загустайского дацана в Селенгинском районе. В 2015 году при поддержке президента Российской Федерации и софинансировании из республиканского бюджета начнется строительство современной автомобильной дороги до Тамчинского дацана в Селенгинском районе.
На разработку проектно-сметной документации уже выделено сегодня из республиканского бюджета 12,5 миллионов рублей. Значимым событием этого года для всех жителей Бурятии стал визит в республику главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны. Напомню, что она прибыла в нашу республику по приглашению правительства Бурятии и буддийской традиционной Санхи. Санха России уделяет большое внимание работе единственного в России буддийского университета, расположенного в Иволгинском Дацане. Его выпускники направляют в Дацаны Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, других буддийских регионов и вливаются в буддийские общины по всей стране. Кроме развития и углубления вероучения, Санхой проводится большая работа по сохранению стабильности в межконфессиональных и межнациональных отношениях. Мы благодарны буддийскому духовенству, которое вносит огромный вклад в дело возрождения традиций бурятского народа. Прежде всего, это развитие овцеводства, дающее людям возможность сохранять свою самобытность и в то же время уверенно себя чувствовать в современных условиях рыночной экономики. Проект социальных отар успешно реализуется благодаря поддержке президента Российской Федерации. Правительство Бурятии тоже оказывает селянам бюджетную поддержку при разведении овец, помогая дотациями фермерам и личным подворьям, имеющим на разведение 100 и более овец. Большое значение имеет и возвращение в нашу повседневную жизнь национальных видов спорта, таких как бурятская борьба, стрельба из лука и конные скачки. Большая работа проводится Санхой и в области поддержки бурятского языка. Так, в этом году в Иволгинском Дацане прошел второй межрегиональный конкурс по бурятскому языку среди школьников Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. В районах республики активно ведется сбор материалов и составление словарей бурятских диалектов, которые призваны обогатить литературный бурятский язык, способствовать его пропаганде среди населения республики. Этот общественный запрос был активно поддержан правительством республики и депутатами Народного Хурала. Была принята государственная программа сохранения и развития бурятского языка в республике Бурятия на 14-20 годы. Убежден, что только объединив наши усилия, нам удастся добиться ожидаемого результата. Ведь наша общая цель – это оказать содействие духовно-нравственному развитию личности. Желаю всем буддистам в этот праздничный день дальнейшей успешной работы во благо родной Бурятии и всей России, исполнения благих намерений и крепкого здоровья. И в заключение хочу от лица всех членов правительства поздравить всех буддистов с праздником и довести до вашего сведения совместное решение правительства и депутатов Народного Хурала о выделении на праздничные мероприятия 3 миллионов рублей. Вопрос о выделении средств был рассмотрен в четверг на этой неделе на сессии Народного Хурала и единодушно поддержан всеми депутатами. С праздником, дорогие друзья! Спасибо. Я приглашаю на сцену председателя Народного Хурала Республики Бурятия Матвея Матвеевича Гершевича. Уважаемый Пандита Хамбалама Дамбай Ушеев, уважаемые земляки, улан-удэнцы, я хочу от имени Народного Хурала всех депутатов сердечно поздравить с 250-летием Института Пандита Хамбалам Российской Федерации. За эти годы буддизм оказал очень серьезное влияние на формирование нравственности, традиций, обычаев бурятского народа. И эта работа продолжается. Исаак Владимирович отметил огромную работу, которую проводит традиционная Санха России, но я хочу подчеркнуть другое и выразить огромную признательность Пандиту Хамбе Ламе Аюшееву за то, что он в
период своей работы провел огромную работу по возвращению имен, всех 23 имен пандита Хамбалам Российской Федерации, придал им значение. На каждой родине этого пандита Хамбаламы установлены субурганы, построены дацаны. И я считаю, именно такая работа, когда все имена известны, все имена, значит, на родине пандита Хамбалама и в целом бурятском народе восстановлены, это очень большая заслуга. Я хочу сказать, что в этот юбилейный год, конечно, очень большая работа проделана и буддийской традиционной сханхой, и в целом республикой, потому что и построены, введены новые дацаны. Я должен сказать, что 1 октября этого года будет введен тоже самый северный дацан нашей Российской Федерации, это в Якутске, который построен на средства депутата Народного хурала Доржиева Валерия и Цыбикова Аркадия. Уже люди уехали туда, чтобы тоже на месте почествовать. Я хочу от всей души всех поблагодарить, потому что буддисты и сама религия, она предусматривает дружеские отношения в нашей республике. И во многом это поддерживается всеми конфессиями и, конечно, традиционной санхой. Я хочу, чтобы у нас всегда был мир, дружба, и чтобы мы всегда были вместе, как сегодня. С праздником, дорогие друзья! Начинаем концерт в честь 250-летия с момента основания Института глав буддистов Восточной Сибири и Забайкалья пандита Хамбалам России. На сцене Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2. До минор. Солист. Лауреат международных конкурсов, солист Московского государственного академической филармонии Филипп Копачевский. Дирижер Владимир Спиваков.
Национальный филармонический оркестр России. Дирижер Владимир Спиваков. Солист Филипп Копачевский. Уважаемые гости, дорогие друзья, мы приглашаем на сцену досточтимого 24-го пандита Хамбаламу Дамбу Аюшеева И нашего уважаемого гостя, народного артиста СССР Владимира Теодоровича Спивакова. Пандита Хамбалама, мы были счастливы все эти дни в Бурятии играть перед замечательным бурятским слушателем. И от себя лично, в честь вашего прекрасного праздника, мне захотелось подарить вам личный подарок, который 10 лет находился у меня дома. Купил я его в Барселоне, в Испании, в Каталонии, в одной из галерей артистических. Но, как у вас, у буддистов, принято, что мы страдаем от самих себя, от того, что привязаны слишком к вещам, к разным. Поэтому такое чудесное облегчение. Когда вы увидите этот замечательный лик великого Будды. Уважаемый Владимир Теодорович, разрешите мне в честь вот нашего юбилея и за ваш прекрасный концерт я могу вам сказать, что я впервые слушаю музыку такого классического уровня. К сожалению, так получилось, что наша жизнь все-таки далеко от цивилизации, мы живем в сельской местности. Но что меня удивило, у нас есть у буддистов такое понятие, как внутреннее воззрение. Поэтому, когда я слышал музыку вашего оркестра, когда играл, мы закрываем буддисты глаза и смотрим через веки. И своим внутренним взором представляем, что идет, что мы видим и что мы понимаем. И вот что удивительно, я когда прикрыл свои веки, я увидел зелень, я увидел такую траву, которая растет на безводной земле. И вот эта трава, то есть кустарники, которые невидимые, я никогда не видел в жизни. И они росли на сухой земле. Я все время думал, почему они растут на сухой земле? Потому что эта музыка меня вводила в этот мир. И потом я увидел такую чашу, зеленую-зеленую. Даже, как бы сказать, больше, чем Чукотская тайга. Вот у нас вокруг, в Забайкалье, вот в Бурятии, гуще Чукотской тайги нету, к сожалению. И вот у нас уникальное место, а я видел гуще, вот леса, зелень, и горы. И что интересно, пока ваша музыка звучала, вот это внутреннее воззрение у меня все время со мной было. И я видел эту картину. Я не обладаю талантом различать музыку, но у меня есть качество, как у буддиста любого, видеть
внутренний свой мир. Спасибо вам вот за ту картину, которую вы нам не дали возможность увидеть. Спасибо вам большое. Я хочу вам подарить вот, в цехе, в заводе, где нам Владимир Путин подарил, и мы создали литейный завод, мы создали копию работы Даши Намдакова «Маленький Будда». Вот мы его специально сделали и написали, что уважаемый Владимир Теодоровичу Спивакову от буддистов России, пожалуйста, примите наш дар. Юрий Эрданеев. Налоннар Эхим Мактал. Восхваление богини Зеленой Тары. Исполняет Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова и солисты Бурятского государственного ордена Ленина Академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гамбо Цинджаповича Цинджапова, народная артистка Республики Бурятия Белигма Ринчинова и лауреат конкурсов вокалистов Ольга Жигбитова.
Ольга Жигитова. Народная артистка Республики Бурятия Белигма Ричинова. Национальный филармонический оркестр России. Дирижер, народный артист СССР Владимир Тодорович Спиваков. истины жизни век, мой лотос нежный, узнать бы мне, о чем же ты с Буддой шепчешь. Падмасисека — белый лотос, символ незапятнанной чистоты учения Поднебесного, означает возвышение просветленного ума над заблуждениями сансары. Как лотос, рожденный из мутной воды, человек, очистив свое тело, ум и речь от омрачения и невежества, достигает
блага всех живых существ. Саран-Лабе – символ всеобъемлющей силы слова Будды. Подобно тому, как звук священной раковины беспрепятственно разносится на далекие расстояния, учение распространяется, достигая всех уголков сансары и сокровенных глубин человеческого сердца. Шерве Хамловин Мактау. Познание природы реальности, где все взаимосвязано и существует только как часть кармы,
и ее последствий. Священный узел счастья обозначает абсолютную гармонию мира, бесконечность Вселенной, не имеющую начала и конца. Узел счастья представляет бесконечную мудрость Будды и связь между состраданием и мудростью.
Эрденин-Бумба, сокровище мудрости Будды, сосуд, наполненный напитком бессмертия Амриты, драгоценная ваза, символ процветания всех добродетелей и вместилище всех духовных реализаций.
На вершине Сумеру, Вселенской горы совершенства, развивается победоносное знамя. Символ победы учения Будды над мраком невежества. Преодоление всех внутренних и внешних препятствий и обретение полного счастья.
страданий и достижения духовного освобождения. Символ безграничных богатств, находящихся в океане учения. Подобно рыбе, плавающей в воде, не зная преград, так и человек, достигший просветления, не знает границ и препятствий.
Эрденинг Шухыр – атрибут царской и духовной власти, символ духовного величия Будды, покровитель всех 6 видов живых существ. Драгоценный зонт олицетворяет защитную силу прибежища, ограждает ум от ложной сансары. Достигший просветления принимает на себя ответственность за всех живых существ и несет зонт благих деяний, дабы оградить их от страданий всех миров.
Алтын Хурде – это колесо закона учения, приведенное в движение первой проповеди Будды. 8 спиц колеса означают мудрость и благородный восьмеричный путь. Драгоценный символ всеохватного, вечного учения.
Kurbanı